Опыт якутских детских лагерей отдыха может лечь в основу нового научного проекта норвежского ученого. Почему преподавателя английского языка Бигеля Вернера заинтересовал именно опыт Якутии в воспитании детей? Что его удивило и при чем тут забытые пионерские лагеря, мы спросим у него самого. Гость нашей студии – доцент университета Тромсе, кампуса английского факультета Альта Вернер Бигель. Вернер, здравствуйте. Здравствуйте. Знаю, что в Якутии вы не в первый раз знакомы как с преподавателями, так и со студентами и со школьниками. На этот раз вы приехали с новым проектом. Расскажите подробнее об этом. На самом-то деле эта идея не является для меня новой. Я был уже в Якутии несколько раз, приезжал сюда по приглашению ИПКРО. И у меня есть опыт работы в таких лагерях, например, в поселке Теплый Ключ. Позже я работал в лагере Хаптагай в Мегино-Кангаласском улусе. Я подружился там с директором школы Альбертом Семеновым. И у нас возникла идея воссоздания летних лагерей как для учеников, так и для учителей. Также мне хотелось бы упомянуть о моих тесных связях с кафедрой английской филологии, в частности, с преподавателями этой кафедры Анастасией Харабаевой и Ольгой Уваровой. И мы сейчас создали специальную исследовательскую группу, которая будет заниматься темой летних лагерей, которая практически полностью неизвестна на Западе. Именно поэтому хочу спросить, чем отличаются детские летние лагеря в Якутии от лагерей в западных странах? К сожалению, сейчас система летних лагерей на Западе практически полностью исчезла после Второй мировой войны. И в этом и заключается мой особенный интерес к воссозданию летних лагерей в России. Эти лагеря будут отличаться от обычной преподавательской деятельности в школах. Речь здесь идет не только об обучении, но и об обучении, в первую очередь, социальным навыкам общения детей, которые они практически потеряли. А что, на ваш взгляд, можно перенять из опыта якутских детских учреждений? С моей точки зрения, основной интерес для меня заключается здесь в возрождении педагогических принципов, которые существовали ранее в таких лагерях. И что нас интересует более всего, так это как мы можем возродить навыки социального общения детей и улучшить прежние педагогические навыки и опыт, который существует в этих лагерях. Современные дети, как на Западе, так и в России, одинаково продвинуты в технологическом плане. Интернет превалирует над живым общением. Как, на ваш взгляд, можно предотвратить эту тенденцию? Я работаю преподавателем в университете, и мы в университете используем такую форму, как заочная форма обучения. Но в летних лагерях будет несколько иная форма общения. Я уже бывал в этих лагерях, и меня очаровало то, как дети во время летних лагерей забрасывают свои мобильные телефоны, свои гаджеты и общаются вживую, играют в подвижные игры, например, в картошку. И меня это очень восхитило. И я подумал, что, может быть, будет очень интересно возродить подобный опыт общения детей, общения вживую. Современная педагогика и методы обучения тоже сейчас стремительно меняются. Какие главные изменения вы замечаете и что нового вносите в свою преподавательскую деятельность? В своей деятельности в университете в Альте я использую такие средства, как производство фильмов, как ролевые игры, в частности, с использованием театральных навыков. И те же самые навыки мне было бы интересно попробовать в летних лагерях, в частности, в Хаптагае. В Хаптагае существует советский лагерь «Юность», на базе которого мы планируем открыть этот летний лагерь. И вот все эти вышеупомянутые методы, такие как театральные постановки, ролевые игры, мы можем использовать в этих летних лагерях. И летний лагерь будет не направлен на чистое изучение английского языка, а на воссоздание навыков, живых навыков общения,
как для учителей, так и для учеников. Can you tell more about this project in summer camp? Расскажите подробнее о вашем проекте, который связан с летним лагерем Хаптагая. Подразумевает ли он полное погружение в английский язык? В России я работаю с двумя университетами, кроме Северо-федерального университета. Северо-восточного федерального университета. Я работаю также с университетом в Сыктывкаре в Республике Коми. И там я планирую провести летние лагеря как для учителей, так и для учеников. Они будут полезны для учителей с точки зрения обмена опытом обучения, а для учеников с точки зрения изучения английского языка. Но кроме этого будут также еще и контакты, может быть, с другими странами, культурный обмен. Но мы это все сейчас только планируем. One after the other. Когда планируете запускать этот проект? Первый лагерь мы планируем открыть следующим летом в поселке Хаптагай. Достигнута договоренность с администрацией школы Хаптагая. И надеемся, что летом первый лагерь будет открыт. Как долго будет длиться сезон для детей и учителей в этом лагере? We planned 1 week for Для учителей мы планируем недельное пребывание в лагере. Что же касается детей, дискуссии еще продолжаются по этому поводу. Есть варианты однонедельные, есть варианты 10-дневные, есть варианты двухнедельные. 1 week for teachers, like a long conference. Чем вас привлекает Россия и, в частности, Якутия, помимо вашей профессиональной деятельности? Я занимаюсь обменом студентов между норвежскими и российскими университетами. И у норвежских студентов я как-то спросил, что самое главное для учителя. И норвежские студенты дали такой ответ – обеспечение безопасности в классе. Когда я задал этот же вопрос российским студентам, они сказали, главное в России – это страсть, с которой учителя относятся к своему делу. И вот эту страсть мне бы хотелось взять с собой в Норвегию и поделиться ею с моими коллегами. Надеюсь, у вас это получится. А что касается Якутии? В Якутии мне прежде всего нравятся люди, и когда я приезжаю сюда, я чувствую, что Якутия – это для меня вторая семья. Вы никогда не можете понять, что вам нравится в вашей семье. Вы просто любите семью только за то, что она семья. И вот это чувство все время влечет меня в Якутию, привлекает меня. И с каждым приездом я надеюсь усиливать это впечатление от Якутии. Искренне надеюсь на реализацию вашего проекта и большое спасибо за интервью. Thank you. Это было актуальное интервью. Сегодня мы говорили о летних детских лагерях не только в России, но и в других странах. До встречи в эфире!